Долгожданное возвращение домой. Ингушский зритель успел соскучиться по любимому театру за время отсутствия. В рамках гастролей Тюз не впервые отправляется в гости к коллегам из пятигорского «Золотого ключика». Приняли очень хорошо, нас всегда встречают хорошо, так дружелюбно, как семья. Актеры — это и есть большая семья, наверное, поэтому все привыкли, все улыбчивые, все обнимаются, все такие. А именно в Пятигорск нас не первый раз приглашают. Он хоть и маленький театр, но там дети. В программе театра было 2 спектакля, уже полюбившиеся юному зрителю всем известная «Красная шапочка» и «Чучи». Смешная, но трогательная история о деревянном мальчике. По сюжету дедушка и бабушка ищут себе помощника по хозяйству, и после долгих поисков, наконец, его находят. Азамат Цуроев в спектаклях играет сразу несколько ролей. Нас всегда там ждет в Пятигорске, он нам рад и реагирует на наши спектакли очень хорошо и весело, скажем так. Поэтому впечатления самые положительные. В «Красной шапочке» я играл волка, ведущего, а в «Чуче» я играл мастера и тоже волка. Бывают, конечно, некоторые нюансы, когда от одной роли надо быстро переключаться на вторую, но за, скажем так, почти 20-летний опыт я этому научился. Чучи и «Красная шапочка» смогли поехать к пятигорскому зрителю в рамках федеральной программы «Большие гастроли для молодежи и детей». Она реализуется в стране с 2017 года. Благодаря ей Ингушский Тюз уже объездил множество городов России. Нужно отметить, что директор этого театра с большой благодарностью относится к нашему коллективу, именно к творческому коллективу. И всегда, когда есть возможность, приглашают нас. Эти большие гастроли были связаны именно с программой Росгосконцерта «Город Москва». С ними мы сотрудничаем последние 5-6 лет. Благодаря этой программе мы побывали и в Кирове, и в Набережных Челнах, и в Самаре. Сформировать единое творческое пространство и ежегодное участие в обменном гастрольном процессе стало значимым событием в жизни каждого театра. Большие гастроли представляют возможность театральным коллективам заявить о себе на всю страну. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.